Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что слышать нас круглосуточно вы можете на частоте 105,9 FM. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Также трансляция прямых эфиров ведется на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, нешуточная битва за крымского избирателя развернулась в преддверии выборов президента России. Действительно ли в Кремле поставили перед контролируемой Кремлем же администрацией Крыма задачу максимально увеличить явку на грядущих выборах и подтянуть ее под тот показатель, который был объявлен по итогам так называемого референдума марта 2014 года. Как подконтрольное Москве руководство временно оккупированного Крыма будет это делать? Как обстоят дела с крымским электоратом? Не устал ли он от всего происходящего и пойдет ли в действительности на избирательные участки? Об этом поговорим через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. С нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Итак, мы наблюдаем следующую ситуацию. Да? Сами выборы президента в России назначены на ту дату, когда был принят закон о включении Крыма в состав России по итогам так называемого референдума. Мы видим слухи, которые были запущены о том, что Владимир Путин якобы приедет голосовать в Севастополь, или поедет он исключительно по Керченскому мосту, который еще достраивают. Видим, да, что Крым становится такой центральной, да, фигурой в предстоящих российских выборах. Действительно ли так важна явка в Крыму для Кремля? Ну, я думаю, что они сейчас делают все возможное для того, чтобы создать радужную картинку, как и во всех других вопросах касательно выборов, так же, как и во всех других вопросах, которые так или иначе касаются Крыма. Сейчас на территории полуострова уже запущены определенные механизмы для того, чтобы обеспечить явку избирателей на эти выборы, которые по сути своей являются не выборами, а таким своеобразным референдумом по выражению доверия действующему президенту Российской Федерации и переизбранию его на следующий срок. Потому что все понимают, что кандидатура, собственно говоря, одна, все остальные, в том числе и оппозиционные, никаких серьезных таких впечатлений не составляют и, по сути, будут снова переизбирать президента. И Крым в этом плане действительно очень показателен и важен, и сейчас все механизмы запущены. Крымские татары являются достаточно показательными в этом плане, и вот такая структура, как Крымский инженерно-педагогический университет в данном случае, стала, знаете, такой своеобразной базой, где вот эти методы испробуются. Во-первых, из университета уволены все так называемые нелояльные и имеющие связь с Украиной преподаватели. Это Бекир Мамутов, несколько преподавателей, Шевкет Меметов, которые заподозрены, в связях с Украиной. Во-вторых, сейчас полным ходом на студентах и преподавателях опробируется метод завлекания на всевозможные мероприятия посредством предложения каких-то льгот и дивидендов. Ну вот в буквальном смысле слова одному из студентов, который имел тройку и не имел возможности получать стипендию, было предложено участвовать в мероприятиях по выборам, и после этого преподаватель исправил ему тройку на четверку, он стал получать стипендию. Это реальные факты и действительные люди, которые там находятся. И кроме того, вы видите, что запущено несколько пропагандистских роликов, где одни и те же лица, они привлечены туда, называемые известные коллаборанты. И сейчас делается все для того, чтобы
вот эту явку обеспечить, а за этой явкой показать лояльность и лояльность местного населения и его довольство от действующего режима. Ну вот действительно, да, похоже это все на информационную кампанию, причем целевая аудитория этой кампании, судя по ее направленности, да, и по тем людям, которые в ней принимают участие, вот целевая аудитория — это как раз-таки крымско-татарский народ. Почему так важно, да, завоевать расположение именно крымских татар? Потому что считается, скажем так, и, ну, наверное, в какой-то мере так оно и есть, что крымские татары и составляют именно то консолидированное сообщество, которое составляет сопротивление или представляет сопротивление оккупационной власти. Я прошу здесь очень правильно расставлять акценты. Я не говорю, что только крымские татары. Там есть и украинцы, там есть активные граждане, там есть уголовные дела, которые прошли, мы все их знаем, и Балуха, и Семены. Вот. Но если брать консолидированно, как народ, как, если хотите, социальную группу, как представители одной национальности, то это именно крымские татары на территории полуострова, которые, кстати, подвергаются давлению именно по национальному признаку. Поэтому лояльность и участие вот этой группы в президентских выборах очень важно. Вы посмотрите на ролики. Они все говорят о том, что как там стало, вот люди, которые там действуют. Кстати, большинство из них абсолютно не было лидерами мнения до этого. Это созданные или воссозданные лидеры мнения. Они говорят о том, что как нам стало хорошо, педалируют на то, что за 3,5 года нам сделали столько, сколько за четверть века мы не имели от Украины. И вот всячески создается вот эта картина. Но я вам хочу сказать следующее. В этой ситуации, когда нет возможности провести полноценные социологические исследования, когда нет возможности нормально опросить людей, когда люди просто не будут говорить свое мнение, исходя из соображений безопасности и заботы о себе, о своих близких, очень важно мнение, которые высказываются не публично. Так вот, если говорить о том, что говорится не публично, о тех мнениях, которые оттуда идут, то все ждут и все надеются на смену режима. Это действительно так, потому что мы разговариваем со своими соотечественниками и имеем возможность получать такую информацию, что называется, не под светом камер. И это действительно так. Даже если люди боятся и разговаривают не больше 3,5 минут, 5 минут где-то на улице с теми, кто приезжает отсюда, с материковой Украины в Крым, они все спрашивают, ну когда? Ну что делается? Когда все изменится? И это очень важно в данном контексте. Ну вот об этом тоже хотел спросить, да, если мы говорим о крымских татарах, как о консолидированной силе в Крыму, есть орган, да, самоуправления, Меджлис крымско-татарского народа, который лишен возможности работать на Крымском полуострове, но тем не менее он продолжает работу на материковой части Украины, и к этой позиции, к позиции Меджлиса прислушиваются не только крымские татары, да, а те люди, которые по-прежнему считают себя гражданами Украины, несмотря на оккупацию Крымского полуострова. Так вот, какова позиция Меджлиса по предстоящей избирательной кампании? Есть ли какие-то рекомендации населению Крымского полуострова? Вы знаете, конечно же, Меджлис в полном объеме, в полной мере осуждает незаконные выборы, проходящие на территории временно оккупированного полуострова, и даже считает их нелегитимными для всей России, потому что задействована та территория, которая находится под оккупацией, которая незаконно занята, и Россия как государство абсолютно не имеет права проводить там подобные выборы. Эта ситуация, это событие обсуждалось не раз среди членов Меджлиса, которые здесь находятся. Конечно же, будет заявление, будет обращение в официальные органы власти Украины, такие как МИД, которые должны осудить данные выборы. Так сложилось, что на территории полуострова в 2014 году в какой-то момент Меджлис выполнял функции Министерства иностранных дел Украины, то есть или пытался выполнять, да, пытался рассказывать о том, что происходит на полуострове, взял на себя вот такую вот своеобразную ответственность. И в данном случае вот в этом событии мы тоже от ответственности не уходим, но понятно, что действуем в согласовании со всеми органами власти Украины,
Ну, например, мы считаем, что заявление МИД должно быть не за неделю до выборов, а гораздо раньше, что к этой работе должны подключиться не только Министерство иностранных дел, но и органы правоохранительной системы, в частности, прокуратура АРК Крым, СБУ должны завести уголовные дела, а прокуратура Украины должны завести уголовные дела на всех тех, кто незаконно участвует и агитирует к участию в выборах на территории полуострова, тем более, если это бывшие украинские государственные служащие. И помимо этого должны быть информированы все международные инстанции, которые следят за ситуацией на территории полуострова и мнение которых очень важно относительно ситуации в Крыму. Спасибо вам, Гаяна. Напоминаю, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Обсуждаем мы кампанию, которая развернута в Крыму, основной целью которой является даже не склонить людей к голосованию за единоверного кандидата, да, которым представляют Владимира Путина, российского президента, сколько за то, чтобы люди просто пришли на избирательные участки. И мы видим, что вот позиция Меджлиса крымско-татарского народа — это бойкот этих незаконных выборов. Мы продолжаем эфир. Я приветствую, с нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, здравствуйте. Итак, я видел сообщение о том, что украинская делегация ведет работу, да, просит европейских коллег не признавать результаты выборов, которые проводятся в том числе и на оккупированной территории, а значит, с точки зрения международного права не должны быть признаны их результаты. Действительно ли это так? Рассчитываете ли вы на то, что эта кампания даст результат? Доброе утро. Да, действительно, вы правы. На сегодняшний день украинская делегация очень активно продвигает позицию о том, что то, что происходит в Крыму, это не просто нелегитимно, это уголовное преступление, за которое наступит ответственность. Поэтому участие в выборах или любая легитимизация их, это тоже подпадает под ответственность перед законом Украины. Именно благодаря этому мы точно знаем, что большинство международных организаций принципиально отказались присутствовать для того, чтобы подтверждать выборы в Крыму. Значит, это одно из самых главных достижений. И следующее, что я могу сказать, что теперь надо четко показать, насколько нелегитимны выборы, потому что сейчас в Кремле, четко понимая ситуацию, приняли решение, что Путин будет голосовать в Кремле. Зачем это в Крыму? Зачем это делается? Для того, чтобы привлечь внимание прессы и показать, что здесь проходит такая акция. Поэтому нам сейчас нужно работать с как можно большим количеством организаций, в том числе «Репортеры без границ» и остальными, с которыми выстроить общую позицию и, отработав ее, продвинуть в этот период. Теперь еще один момент. На сегодняшний день для европейского сообщества не стоит вопрос Крым Украина или не Украина. Крым — это Украина. Есть отдельные депутаты, которые четко высказывают, депутаты Европейского парламента и делегаты ПАРЕ, которые высказывают другую позицию, но это зачастую четко маргиналы, которые отрабатывают свою пророссийскую позицию. Поэтому сейчас нам не надо убеждать европейских депутатов и делегатов ПАРЕ в том, что Крым — это Украина. Другое дело, что нам надо четко проследить ситуацию, когда все, кто будут принимать участие в продвижении выборов, все, кто будет пропагандировать участие в выборах, и все те, кто захотят легитимизировать выборы в Крыму, должны попасть под уголовную ответственность, в том числе и в международных судах. Но мы понимаем, да, что вот кампания по непризнанию результатов выборов, которые проводятся в том числе и на временно оккупированной территории, она, и ее, наверное, сверхцелью, вы поправьте меня, если я ошибаюсь, является непризнание легитимности, да, Владимира Путина в случае, если он будет выбран на очередной срок на этих выборах. Может ли Европа пойти на такой шаг, потому что, ну, в таком случае в дальнейшем, да, любые контакты с России, чей президент не признается, они вообще исключены будут, в принципе. Европа сейчас крайне не сгруппирована в этом вопросе. Более того, мы видим, что отдельные персонажи, как, например, господин Янгуль, очень активно лоббируют возвращение российской делегации в зал голосования парламентской ассамблеи. Поэтому говорить о том, что произойдет массовое непризнание, нет. Но мы видим четкую позицию, когда допустим, депутаты, которые избраны в Крыму, признаются Европой нелегитимными.
легитимными. Поэтому здесь надо дальше работать и стараться дотянуть до общей позиции. Это не просто, это очень сложно, однако работать в этом направлении нужно. Немного отойдем в сторону, обсудим, что происходит на фоне вот этой кампании за то, чтобы крымчане пришли на избирательные участки и показали необходимую Кремлю явку. На этом фоне кандидат Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидат от оппозиции, находясь в Соединенных Штатах Америки, говорит о том, что необходимо провести еще один референдум по статусу Крыма, в котором должны принимать участие все население России и все население Украины. Что вы можете сказать по этому поводу? И, кроме того, Ксения Собчак говорит, что хотела бы провести избирательную кампанию на Крымском полуострове, если бы власти Украины позволили ей туда въехать. Единственно, да, разрешенный украинским законом способ. Что вы можете сказать по этому поводу? По высказываниям госпожи Собчак. Я могу сказать, что Ксения Собчак ведет себя так, как и полагается вести себя согласованному кандидату от псевдооппозиции с Кремлем. Ксения Собчак на сегодняшний день не что иное, как попытка показать то, что в России есть альтернативный кандидат. Притом это кандидат не для России, а кандидат для европейского сообщества, для Америки. А россияне пытаются таким образом показать, что вот смотрите, у нас не просто есть кандидат, который от так называемых оппозиционных демократов, либералов, а это еще и женщина. То есть они педалируют классические темы. Но Собчак не является на самом деле никакой оппозицией. И то, что она высказывает, это очередные позиции, которые проталкивает Кремль для того, чтобы легитимизировать выборы. Выборы в Крыму никогда не будут признаны, и никто не даст добро на то, чтобы проводить там агитацию. Более того, любые заявления о том, что проводить повторно какие-либо референдумы или еще что-либо будут признаны абсурдными, потому что то, что предлагает Собчак, это еще одна уловка Кремля для того, чтобы попытаться легитимизировать аннексию Крыма. До того, как перейти к разговору с вами, мы разговаривали с представителем Меджлиса, крымско-татарского народа, и у Меджлиса уже есть позиция относительно этой избирательной кампании. Меджлис призывает крымчан бойкотировать избирательную кампанию на Крымском полуострове, не приходить на избирательные участки, на эти выборы, которые с точки зрения украинского и международного законодательства незаконны. Как вы считаете, должна ли свою позицию обнародовать Украина, да, Министерство иностранных дел, либо администрация президента Украины, должна ли она резонировать с такой позицией Меджлиса крымско-татарского народа? Я считаю, что Министерство иностранных дел обязано это сделать. Более того, я уверен, что Верховная Рада это сделает в ближайшее время, но нужно акцентировать внимание еще на одной вещи. Для того, чтобы показать явку, скорее всего, будут использованы классические схемы, когда будут задействовано большое количество военных. Как известно, на сегодняшний день Крым превратился из полуострова, на котором люди отдыхали, в громадную военную базу. Поэтому, скорее всего, будут использовать военных для того, чтобы создать впечатление большого количества голосующих крымчан. Да-да, мы продолжаем разговор. Напомню, что с нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, мы вас слушаем. Да, ожидать того, что Россия будет прислушиваться к нам, не приходится, потому что страна, которая нарушает международные законы, страна, которая игнорирует все соглашения, страна, которая фактически является страной-агрессором, от нее ждать соблюдения международного права не стоит. Но необходимо четко понимать, что позиция Украины будет использоваться потом для не только продления каких-либо санкций, но и для введения персональных санкций против многих людей. Недавно одна из представительниц на сегодняшний день Думы России, одиозный предатель Украины, госпожа Поклонская, сказала, что она мечтает побывать в Париже, но не может, потому что против нее введены санкции. Госпожа Поклонская может страдать и дальше. Для нее есть Тамбов и Тагил. И, надеюсь, рано или поздно она сядет в Украине за то, что она совершила. Но то, что она испытывает абсолютный дискомфорт, и другие также испытывают дискомфорт, это правда. Поэтому нужно использовать это против всех тех, кто будет принимать участие на выборах, продвигать выборы, популяризировать их или призывать к голосованию в выборах в Крыму.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Мы продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Мы рады услышать все точки зрения, в том числе лично вашу. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Записи наших трансляций в аудиоформате, в видеоформате вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти текстовые материалы по мотивам наших радиопрограмм, там же новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Продолжим через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Напомню, что обсуждаем мы кампанию, которую ведет Кремль, да, или которая ведется по заказу Кремля на Крымском полуострове, цель которой повысить до максимально возможного показателя явку на предстоящих выборах президента России. В это же время эти выборы уже названы незаконными, они противоречат украинскому и международному законодательству. Вот эти вопросы мы обсуждаем. Максим, скажите, насколько важным выглядит Крым в предстоящей президентской избирательной кампании? Здравствуйте. Вот из России Крыма совершенно не видно. И о том, что в Крыму как-то особенно яростно проводятся предвыборные какие-то мероприятия, вот об этом я узнал буквально там позавчера, когда готовился к этой передаче. А в общем Крыма не существует. То есть как бы он уже наш, и там что-то происходит. А что именно, в принципе, уже никого не волнует. И в федеральных СМИ, и вообще в больших СМИ, по-моему, даже и в либеральных СМИ, там про Крым практически ничего нет. То есть правильно я понимаю, что ситуация в день выборов может выглядеть так, что Владимир Путин все-таки поедет голосовать в Севастополь, да, как об этом сообщают сразу несколько изданий, ссылаясь на свои источники. Поедет он, если успеет, конечно, достроить хотя бы частично Керченский мост. Вот по этому мосту он поедет, возможно, даже по трассе Таврида. И на этот момент Крым всплывет в сознание российского обывателя за тем, чтобы снова погрузиться вот в ту пучину, в которой он сейчас существует. Смотрите, Крым нужен для того, чтобы страна чувствовала свое единство. С точки зрения Кремля, когда у нас есть Крым, вот Крым, он объединяет россиян, делает нас едиными и снижает протестное напряжение. Да? И вот именно в этом качестве Крым и должен присутствовать. Вот когда и больше там ничего не должно происходить. То есть Крым просто должен оставаться нашей землей. Если сейчас в информационном поле появятся какие-нибудь новости и известия о том, что в Крыму не все так хорошо, о том, что там какие-то сепаратистские настроения, о том, что в Крыму проблемы с инфраструктурой, с чем-нибудь таким. То есть как только россияне поймут, что разница между Крымом, между положением дел в Крыму и положением дел в Ярославле, в общем-то, по большому счету нет никакой. И, в общем, и там плохо, и там беднота и нищета. Вот. Тогда вот этот образ Крым может перестать быть тем, что объединяет. Да, поэтому Крым, вот он, к нему очень особое отношение. Это такой специальный объект, который должен служить для объединения страны. И для того, чтобы служил этому объединению, Крым должен оставаться таким выделенным участком. Да, никакие другие информационные поводы к Крыму, кроме единства страны, возвращения в родную гавань, борьбы за единство страны, в общем-то, там не должно быть привязано. Да, Крым — это вот такая краеугольный камень нынешней российской государственности.
Ну вот Поэтому смотрите, должен что, быть да, что сейчас происходит. Мы только что говорили с представителем украинской делегации в ПАСЕ, и вот украинские делегаты, да, они сейчас ведут кампанию за то, чтобы Европа не признавала выборы, которые проходят по международному законодательству, да, согласно международному законодательству, и в том числе и на временно оккупированной территории. То есть в нарушение этого международного законодательства, в нарушение законодательства Украины. Можно ли здесь говорить о том, что Владимир Путин каким-то образом рискует тем, что возникнут осложнения в дальнейшем в отношениях с западными партнерами? У нас буквально минута осталась до конца эфира. Ну, смотрите, Крым для России это все примерно то же самое, что Кипр для Турции, да, и Турция тоже в свое время в 1974 году захватила Кипр, якобы спасая местное турецкое население от греческой хунты, которая так и называлась хунта. И, в общем, ничего, с тех пор уже почти 40 лет, и никто об этом, в общем, все знают, что Турция украла этот полуостров у Греции, все в курсе, что это незаконно, но тем не менее это никак не мешает Турции как-то присутствовать в международной политике. Я думаю, что это такое нечто подобное будет и в этом случае, и в случае с Россией. То есть, разумеется, украинцы будут стараться как-то вернуть Крым, и вполне возможно, что им повезет. Но вот у нас уже есть примерно кейс, как мировое сообщество относится к подобным акциям. Это кейс Турции, Кипра и Греции. И, в общем, мы видим, что и в течение 40 лет может продолжаться эта борьба, и какие-то санкции, аннексии, и, в общем, ни к чему это особо не изменит ситуацию. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.